В эфире телеканала «Якутия-24». Главные события уходящего дня. В студии работает Алексей Соколов. Здравствуйте. Череда коррупционных скандалов. В Якутске задержан глава Чурапчинского района по подозрению в превышении должностных полномочий. ИФАС обнародовал названия фирм, замешанных в сговоре при госзакупках лекарств. Вынужденная посадка самолета авиакомпании «Алроса». Рейс Мирный-Москва посадили в Сыктывкаре. Владимир Путин выразил соболезнования жителям Новой Зеландии. Жертвами стрельбы в мечети стали 49 человек. В Смоленской области установили имя погибшего во время Отечественной войны солдата из Якутии. В Ленском районе увеличили сумму подъемных для тех, кто прибывает сюда работать. Как быть зрителям Кубка мира по вольной борьбе? Организаторы рассказали о правильном поведении болельщиков. В отношении главы Чурапчинского района заведено уголовное дело. Чиновник задержан в Якутске по факту злоупотребления полномочиями. Прокуратура Чурапчинского района провела проверку расходования бюджетных средств в учебно-производственном комбинате. Установлено, что глава незаконно поручил директору комбината произвести оплату из бюджетных средств за приобретенные им для личных нужд строительных материалов. Деньги были перечислены поставщику. В настоящее время по уголовному делу проводятся следственные мероприятия. Теперь к другому коррупционному скандалу. Федеральная антимонопольная служба обнародовала название компаний, которые подозревают в картельном сговоре при госзакупках лекарств в Якутии. Напомню, что были выявлены признаки фактов мошенничества, завышение цены на лекарственные средства в 2, а то и в 4 раза и ограничение конкуренции со стороны руководителей различных компаний. Под подозрением такие компании, как «Регион Столица», «Медмаркет», «Фармбаза», «Нордфарм» и лечебно-профилактические учреждения республики. Общая сумма госконтрактов, заключенных участниками картеля, составляет около 3 миллиардов рублей. В коммерческих организациях, входящих в картель и медицинских учреждениях, продолжаются обыски. Возбуждено уголовное дело. Президент России Владимир Путин направил премьер-министру Новой Зеландии Джасинде Ардерн телеграмму с соболезнованиями в связи с терактом в городе Крайстчерч. Нападение на мирных граждан, собравшихся на молитву, потрясает своей жестокостью и цинизмом, говорится в телеграмме, текст которой приводится в сообщении. Рассчитываю, что все причастные к этому преступлению понесут заслуженное наказание. Путин подчеркнул, что в России разделяют скорбь тех, кто потерял своих родных и близких, и надеются на скорейшее выздоровление всех раненых. Напомню, что сегодня вооруженные люди вошли в 2 расположенные по соседству мечети города Крайстчерч, заблокировали входные двери, открыли стрельбу. Свидетели сообщают, что на момент захвата в мечетях оставались сотни людей. В ходе инцидента погибли 49 человек, еще более 20 раненых были доставлены в больницы города. Строительство республиканского кардиологического диспансера на 150 коек в Якутске начнется уже в этом году. Об этом стало известно после заседания подкомиссии по реализации инвестиционных проектов на Дальнем Востоке. Стоимость реализации проекта оценивают в 4,5 миллиарда рублей. Айсан Николаев подчеркнул, что этот объект очень важен для республики. Его постройка поможет снизить смертность населения от сердечно-сосудистых заболеваний. Строительство этого объекта поддерживает и вице-премьер правительства России Юрий Трутнев. Помимо кардиодиспансера будут реализованы еще 5 объектов. Гимназия в Тампонском районе, спортивный комплекс в Среднеколымске, капитальный ремонт детской поликлиники в Нерюнгре, инфраструктура на участках дальневосточного гектара и реконструкция водопроводного канализационного хозяйства Нерюнгре. Мы попросили субъекты, которым дали меньше денег в расчете на одного жителя, закончить разработку проектно-сметной документации и выйти с предложениями о строительстве новых необходимых для социального развития объектов. Такие предложения сделаны, подготовлены. В Саха-Якутии будет построен кардиодиспансер. Это такая большая просьба республики. Они считают, что это абсолютно необходимо. Минздрав их поддерживает. Отметим, что ранее в рамках реализации инвестпроектов на Дальнем Востоке в Якутии уже достроили здание школы номер 35 для детей с ограниченными возможностями здоровья в Якутске. Также продолжается возведение гимназии в поселке Хандыга и спорткомплекса в Среднеколымске. Вскоре начнется и капремонт детской поликлиники и реконструкция водопровода в Нерюнгре.
Чистая прибыль «Алроса» в прошлом году выросла на 15,5% до 89 миллиардов рублей. Следует из годового отчета компании. Отмечен рост и по таким показателям, как прибыль валовая, операционная и доналоговая. Основными факторами улучшения финансовых показателей стали как улучшение рыночной конъюнктуры, восстановление цен и рост спроса на ювелирную продукцию с бриллиантами на основных рынках, так и усилия менеджмента, направленные на повышение эффективности бизнеса. А сейчас небольшой блок рекламы и смотрите далее на телеканале «Якутия-24». В Табаге выявлен факт разлива грязной воды с исправительной колонии. Септик бежал в реку Лена. В Смоленской области установили имя погибшего во время Великой Отечественной войны солдата из Якутии. В Ленском районе увеличили сумму подъемной для тех, кто прибывает сюда работать. Как быть зрителем Кубка мира по вольной борьбе? Организаторы рассказали о правильном поведении болельщиков. В эфире телеканала «Якутия-24» мы продолжаем наш выпуск. Самолет авиакомпании «Алроса», совершивший сегодня незапланированную посадку в Коми, вылетел в пункт назначения. «Боинг», выполнявший рейс из Мирного в Москву, совершил посадку в аэропорту Сыктывкара из-за технической неисправности. По данным Центра управления полетами авиакомпании «Коми Авиатранс», неполадка была оперативно устранена, и самолет благополучно вылетел в Москву. На борту судна находились 157 пассажиров и 6 членов экипажа. В Табаге выявлен факт разлива грязной воды с исправительной колонии. Нарушение зафиксировано экологами в рамках рейда в местах несанкционированного слива жидких бытовых отходов. В ходе осмотра на прилегающей территории исправительной колонии номер 7 зафиксирована утечка воды желтого цвета с характерным запахом на ледовую поверхность реки Лена. В результате этого на поверхности водного объекта образована наледь. Предположительно, утечка воды происходит из септика, который расположен в 50 метрах от береговой линии. Проведен отбор пробы воды для экспертизы. Материалы дела направлены в природоохранную прокуратуру. В столицу Южной Якутии отказались ехать 2 специалиста узкого профиля. Причиной тому явилось, мягко говоря, недоверительное отношение к горожанам, к медицинским работникам Нерюнгринской ЦРБ. Доходит до того, что в социальных сетях публикуют некорректная или недостоверная информация, которая вызывает всплеск недовольства. В ситуации разбиралась Александра Цыбикова. Поводом одного медицинского скандала стал инцидент, произошедший 24 февраля. Как известно, в районную больницу поступила женщина в крайне тяжелом состоянии. В больнице уже имелся нейрохирург, и врачебным консилиумом было решено провести экстренную операцию. Женщина была прооперирована, но послеоперационный период протекал с осложнениями, так как уже имелись патологии и сопутствующие заболевания. Состояние пациентки не удалось стабилизировать, и женщина погибла. Проведя внутренний контроль качества, мы определили, что никакой причинно-следственной связи между тем, что проводилась операция, наступила у нее смерть, не установили. Стоит прояснить следующее. Нейрохирург, специалист узкого профиля, прибыл в Южную Якутию в середине февраля, за неделю до той операции. Со слов администрации больницы, врачом были предоставлены все необходимые документы, среди которых диплом о высшем профессиональном образовании и действующий сертификат нейрохирурга. Мы сейчас в настоящий момент создали приказ о проведении служебной проверки, провели внутренний контроль этого случая. Оперативное вмешательство было проведено в соответствующих условиях по требованиям безопасности. У нас в больнице имеется лицензия по нейрохирургии. У нас есть санэпидзаключение в операционной, что можно проводить такие операции. Соответственно, требования безопасности все были соблюдены. В ответ на вопрос о публикации в одном из социальных мессенджеров по поводу расформирования некоторых структурных подразделений Нерюнгринской ЦРБ главврач дал исчерпывающий ответ. Сейчас я официально заявляю, что расформирование, сокращение или оптимизации структурных подразделений Нерюнгринской центральной районной больницы не планировалось, не планируется и в будущем не будет планироваться. Более того, я скажу, что наоборот, мы планируем сейчас расширение некоторых отделений в плане расширения медицинских услуг. В планах Нерюнгринской ЦРБ проведение рентген-эндоваскулярной, малоинвазивной и стоматологической хирургии. Также планируется оборудовать кабинеты реабилитации для больных нарушений мозгового кровообращения, травм и эндопротезирования. На базе взрослой поликлиники намечается создание центров клинико-диагностической и амбулаторной онкологической помощи. На сегодняшний день инженерами уже проводится осмотр зданий и составляется проектная документация, а также технические задания к проекту. Александра Цыбикова, Вадим Барашков, Нерюнгри.
На территории Мирнинского района зарегистрирован рост убийств, краж, а также преступлений, совершенных женщинами и иностранными гражданами. Существенно возросло количество зарегистрированных тяжких и особо тяжких преступлений, в том числе против жизни и здоровья. В ходе профилактических мероприятий выявлено 678 правонарушений. В целях недопущения роста особо тяжких преступлений, совершаемых в быту и на почве распития алкоголя, проводится оперативно-профилактическая операция. В рамках операции сотрудники полиции в период с 11 по 17 марта проводят проверку мест массового скопления молодежи, неблагополучных семей и лиц, состоящих на профилактических учетах. На сегодняшний день на территории Мирнинского района зарегистрировано 143 неблагополучные семьи. С каждой из них проводятся профилактические мероприятия, проводятся встречи. Стараемся еженедельно посещать каждую семью, проверять их досуг, занятость детей, родителей, состояние бытовых условий. Ну и в случае нарушения собираются материалы административные, которые передаются в комиссию по делам несовершеннолетних. Как не стать жертвой киберпреступников? Сотрудники МВД по Алданскому району провели просветительскую акцию, напомнив гражданам о важности быть бдительным. В рамках акции состоялся флешмоб и раздача листовок. Повышающие грамотность мероприятия охватили различные возрастные категории. К акции присоединилась и наш корреспондент Татьяна Вахнина. Современную жизнь невозможно представить без мобильных систем и пластиковых карт. Реалии порождают новые виды преступлений. О главных мерах безопасности знают даже подростки. Школьники и студенты присоединились к просветительской акции, объявленной сотрудниками МВД, напомнив землякам о том, что персональные данные должны оставаться тайной за 7 печатями. Конечно, информация нужна более расширенная, чтобы молодежь знала, как это и что это, и какие последствия после всего этого, и как вообще с этим бороться. Хищение и кражи посредством мобильных устройств – излюбленные методы киберпреступников. Чтобы не довелось испытать ужас и бессилие, переживая потерю, а чаще всего она становится безвозвратной, необходимо быть бдительным и не проявлять излишней доверчивости. Об этом педагоги беседуют с воспитанниками регулярно. Я даже отключила мобильное подключение, потому что звонят, ну знаете, бывает так разыгрывают, что в первую минуту поверишь и вдруг скажешь что-то не то, и в общем-то, скажем, деньги с карточки будут сняты, а потом уже будет поздно. Финансовые клешни преступников чаще попадают пенсионеры. Размеры даримых сумм различные – от нескольких тысяч рублей до миллионов. В рамках просветительской акции сотрудники МВД побывали в городской поликлинике, где раздали пациентам листовки и стикеры с правилами безопасности. Очень нужно, потому что так понаслышке слышу очень много обманов, так что это надо делать. К слову, многие из алданцев, бегло просмотрев листовки и стикеры с правилами безопасного поведения, понимали, о каких дистанционных преступлениях идет речь. Подобные ловушки неоднократно выставлялись по отношению к ним. Когда мне звонят незнакомые номера, я не отвечаю. Вот и весь разговор. Мошенники действуют по разным схемам. Это может быть и предложение выгодной покупки посредством оплаты через терминал, и вымогательство взятки. Популярным остается поиск жертв на сайтах объявлений о продажах. Во всем многообразии способов в основе лежит расчет на доверчивость и беспечность граждан. Чаще всего этот расчет оказывается верным. Татьяна Вахнина, Сергей Шипачев, Александр Лукин, Алдан. Субъекты Дальневосточного федерального округа получат почти 3 миллиарда рублей до 2024 года на мероприятие нацпроекта «Культура». Деньги планируется направить на строительство центров культурного развития, закупку автоклубов, реконструкцию и капитальный ремонт региональных и муниципальных детских театров, создание и реконструкцию сельских клубов, а также обеспечение детских школ искусств и училищ необходимыми инструментами и оборудованием. По данным Минкультуры, новые центры культурного развития намерены построить в 6 регионах Дальнего Востока – Приморском и Хабаровском краях, Бурятии и Якутии, Чукотском автономном округе и Магаданской области. Около 2,5 миллионов рублей было заложено в районный бюджет этого года на выдачу подъемных работникам бюджетной сферы Ленского района. Об этом сообщает пресс-служба администрации. Напомним, Ленский район единственный в республике, где действует программа финансовой поддержки приезжих специалистов в размере 150 тысяч рублей. В начале марта в администрации состоялась комиссия по распределению выплат, где выяснилось, что заявок гораздо больше, чем может удовлетворить программа. Всего заявок 27. На совещании все пришли к единому мнению, что организованные
организовывать очередь за подъемными не имеет смысла, ведь помощь предусмотрена именно приезжим специалистам. Поэтому было решено обратиться к главе района с просьбой увеличить статью расходов по этой программе, и он пошел навстречу. Такая же сумма, около 2,5 миллионов, будет добавлена в статью расхода. Прогнозы, сколько прибудет специалистов, конечно, делают заранее, но более 15 человек обычно не приезжали в Ленский район. Увеличение вновь прибывших работников в бюджетной сфере стало хоть и затратной, но и приятной неожиданностью. Наши учебные заведения, да, детские школы искусств и так далее, то есть они рассылают же заявки на то, что вот им необходимы такие-то специалисты, и откликов было очень много. Но принимая во внимание, что у нас очень много программ, которые ориентированы именно на поддержку тех, кто к нам приезжает и готов у нас работать в муниципальной бюджетной сфере, да, ну, я думаю, что это закономерное явление, да, плюс к этим 150 тысячам, да, служебное жилье. Да, там возможность приобрести как муниципальный служащий, там, как муниципальный работник муниципальной бюджетной сферы, еще жилье в собственность, там, капитально отремонтировать его и так далее. То есть вот, мер поддержки это достаточно большое количество. Останки якутского солдата, призванного на войну в 1941 году из Горного района, нашел поисковый отряд «Надежда». Останки были обнаружены прошлым летом в местности Шеломцы в Смоленской области. Фамилия и имя солдата сразу установили благодаря красноармейской книжке. Однако из-за ее сильного исцеления установить отчество удалось только после химической обработки. Погибшим на поле сражения смертью храбрых в 1942 году оказался Александров Николай Матвеевич. И сейчас мы ведем поиск родных. Я надеюсь, может быть, кто-то из родственников Николая Матвеевича увидит это интервью, эту информацию и отзовется, позвонит нам и свяжется, чтобы либо присутствовать при захоронении Николая Матвеевича со всеми религиозными воинскими ритуалами в братской могиле в Смоленской области, либо, чтобы, может быть, после ДНК-экспертизы вернуть останки красноармейца, героя на родину, в Горный район. Уже завтра стартует главное событие этого года в Якутии. Кубок мира по вольной борьбе собрал в столице республики сильнейших борцов из 8 стран. В течение 2 дней они будут бороться за главный трофей соревнований. Сегодня в Республиканском медиацентре прошла пресс-конференция, посвященная этому событию, где в том числе представили медали победителей. Тему продолжит Саргылан Захарова. Сильнейшие борцы мира сойдутся на якутском ковре в эти выходные. Все 8 команд стран-участниц прибыли в столицу республики и готовы к соревнованиям. Важность мирового форума для Якутии на пресс-конференции отметил главный тренер сборной России Дзамбалат Тыдеев. В истории Советского Союза и Российской Федерации в Якутии такое большое мероприятие никогда не проводили. И то, что я смотрю, как все организовано, и как все по мелочам все расписано, и как с каждую делегацию встречают, каждую команду встречают, каждому внимание уделяют. Я думаю, что такой организации я давно не видел. Сборная России самая многочисленная – 20 спортсменов. Накануне старта выбыл капитан команды Абдулрашид Садулаев из-за травмы. Однако это никак не отразится на результате, уверен Тыдеев. В списке еще много других имен, сказал он. Уверенность хозяев турнира в победе подтвердила шутка главного тренера, когда началась презентация медалей. Участники встречи взяли в руки награды. У России оказалось золото. Очень правильный расклад, по-моему. Так, и значит... Трофеи для победителей Кубка мира подготовлены очень необычные. Это непривычные для нас медали в виде круга, исполнены в виде национального якутского узора, на котором установлен ковер. А на ковре борются 2 медведя. Почему медведи, на пресс-конференции объяснили, так как медведь – это символ России, а также это символ доброты и силы, которые соединены в борцах. Дизайн медали разработала якутянка Диана Баишева. Здесь написано 16 марта, и с какой стороны не посмотреть по дате, она все прописана четко. Выбраны борющиеся медведи. Я думаю, они как раз символизируют силу и доброту борца и символизируют Россию и Якутию.
Также на встрече с журналистами присутствовал президент Судейского комитета Объединенного мира борьбы Сильвестри Антонио. Он отметил отличную подготовку спортсменов. Мы видим очень хорошие команды, все они настоящие профессионалы, которые тренируются по нескольку раз в день. Мы видим, что с каждым годом они становятся все сильнее и сильнее, например, сборная России. Их готовность на высоком уровне, отлично натренированы. Только представьте себе, больше 100 спортсменов изъявили желание прилететь на этот кубок. На пресс-конференции немного приоткрыли завесу тайны церемонии открытия. Как рассказал министр по физкультуре и спорту Якутии Иннокентий Григорьев, зрители ожидают красивое шоу в национальном этническом стиле. Трансляцию открытия и соревновательных дней смотрите на наших каналах Якутия-24, НВК Саха и Мамонт. Саргалана Захарова, Георгий Григорьев, Якутск. В преддверии турнира организаторы напоминают зрителям об основных правилах поведения на массовых спортивных мероприятиях. О том, как будет организована работа со зрителями во время Кубка мира, смотрите в материале нашего корреспондента Юрия Осипова. Для проведения Кубка мира по вольной борьбе в Центре спортивной подготовки соблюдены все меры безопасности. Начиная с парковки, для соревнований выделили 6 парковочных зон. Непосредственно у Центра спортивной подготовки «Триумф» будут размещены парковочные зоны для автотранспорта сборных команд участников, тренеров и судейской команды, организаторов, волонтеров и почетных гостей. А для зрителей Кубка мира по вольной борьбе организованы дополнительные парковочные зоны рядом с местом проведения. В здании «Триумф» организовано 2 точки входа, которые оборудованы металлоискателями и интроскопами. Каждый болельщик должен пройти обязательный досмотр. В случае возникновения больших очередей предусмотрен резервный вход. У кого есть сумка, через интроскоп уже проверяют здесь работающий ЧОП. Также билеты здесь, контрольку здесь отрывают и будут стоять здесь контролеры. Проход на зрительские места через 2-й этаж. Помогать зрителям и координировать рассадку будут ребята-волонтеры. Зашли уже непосредственно в зрительный зал, сели, также уже выходите тоже так же обратно. Выход только обратно. Вниз через первый этаж уже прохода нет. Это уже непосредственно соревновательная зона. Туда уже не допускаются зрители. Зрители только на местах и на сиденьях. Учитывая требования безопасности в местах массового скопления людей и регламент международных соревнований, организаторы напоминают зрителям об основных правилах, которые будут предъявляться каждому болельщику. Зрителям на соревнованиях запрещается проходить в зоны, не обозначенные во входном билете, находиться во время соревнования на лестницах, создавая помехи, проводить публичные, не предусмотренные программой акции, прохладительные напитки в стеклянной, жестяной или пластиковой таре объемом более пол-литра. Стоит отметить, что разрешается только пластиковая упаковка. Вместе с тем, организаторы Кубка мира приготовили подарки для зрителей. Каждому болельщику подарят атрибутику. Вот такие хлопушки с символикой турнира. Помимо этого, специальные браслеты, которые будут гореть разными цветами. Надев их, каждый болельщик станет не просто наблюдателем, но и участником открытия. Юрий Осипов, Семен Семенов, Якутск. Сегодня наши зрители, использующие спутниковое телевидение от компании НТВ+, несколько часов не могли видеть телеканалы НВК Саха. К этой минуте вы вновь можете смотреть через платформу НТВ+. Завтра вместе следим за поединками Кубка мира и болеем за Россию. Ну и телеканал Якутия-24 следит за развитием событий. Оставайтесь с нами. Удачи вам!